Владимир, мы в прошлый раз с вами чувашские руны сравнивали прежде всего шумеро-аккадскими, латинскими и древнегреческими рунами. Но есть ведь руны и других древних народов, которые связаны с чувашскими. Вот чуть-чуть о них, пожалуйста. Да, мы в прошлых передачах рассматривали зарождение письменности. А сейчас в этих передачах будем уже рассматривать параллели древнеболгарскими, древневенгерскими, древнетюркскими рунами. Следующая руна Е. Появилась руна от тотема. У него элемент значения означает ар-ту-синде, ирдюзе. Ар, смотрите, получается, ар – это как бы человек, мужчина, да? Ту – это значит гора, синде – над, ну как бы на горе получается, правильно? И получается тогда как бы человек, который видит с высока и управляет. Руководитель получается. Ну, в итоге, как бы переводя на простой современный язык, руководитель. Или его значение эльтеп-ар, эльтибер, главный муж, глава. Отсюда появился руна Ень или Эль. Она означает сторона, край, или Эль, по-тюркски народ. Е, тогда еще раз фиксируем, изначально был вот такой знак, и он означал как Орду-Синте, как бы руководитель. Затем его определенным образом он трансформировался в некую угловатую форму. Элемент орнамента перешел. Да, элемент орнамента. И при этом это уже обозначение, вернее, как бы смысл его появился уже Ень, Эль, это как бы сторона, народ, правильно я понимаю? А затем, перевернув его, он уже как бы превратился в похожую на современную букву Е в кириллице. Уже буква Е кириллицы смысловое значение теряет, только остается звук Е. Е.